Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах. Мы с вами вчера начали читать абзац, тему из книги имама ан-Навави «Аль-Адхкар», поминание. И наша тема – это чтение Корана. И мы с вами говорили, что для нас всех, для всех времен, до судного дня, несомненным примером в благих делах, в степени имана, богобоязненности служили и будут служить примером именно праведные предшественники. То есть не наши соседи очень часто, хотя у соседей тоже можно что-то взять, но вот эти лучшие поколения сподвижников, которые получили воспитание от самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, дальше уже идут последователи сподвижников, то есть табигины, переводится последователи, да, дальше идут их ученики, и чем дальше от праведных предшественников, тем, к сожалению, и бараката, и богобоязненности меньше. И мы с вами читали слова шейха, имама ан-Навави, о том, как праведные предшественники читали Коран. Мы с вами говорили, что были праведные предшественники, которые раз в месяц перечитывали книгу Аллаха, раз в 2 месяца были такие праведные предшественники, они прочитывали полностью книгу Аллаха за 10 дней, получается 3 раза в месяц. Были сподвижники за 7 дней, они прочитывали, то есть каждую неделю они прочитывали Коран. Например, Усман ибн Аффан, это его сунна, как бы его обычай был, он каждую неделю прочитывал Коран, от пятницы до пятницы. Вот. Были сподвижники, которые, и табигины, прочитывали Коран за 3 дня. Были люди, которые прочитывали за 1 день. И особенно много праведные предшественники читали книгу Аллаха в Рамадан, да? И мы с вами приводили примеры некоторых, которые умудрялись в день по 2 раза читать за Рамадан, получается 60 раз они прочитывали. Кстати, имам Абу Ханифа, имам Шафи'i тоже говорят, они за весь Рамадан прочитывали книгу Аллаха 60 раз, то есть в день 2 раза, так ведь? Кто-то начинал чтение Корана после Зухара, заканчивал асром, а второй раз начинал после Магриба, заканчивал Айша. Вот поэтому, но были и такие, которые до 8 раз в день читали книгу Аллаха. До 8 раз, да. И, конечно, это самые лучшие. Может быть, мы не сможем дорасти до их уровня, но это те, на которых мы должны равняться. Так ведь? Потому что если мы будем себе искать пример в тех, которые слабее нас, так вот он вообще Коран не читает. Сколько лет мы с ним в мечеть ходим, он ни в мадресе не ходит, ни на уроки не ходит. Поэтому я же лучше, я же хотя бы там 1 раз читаю или там еще меньше. Так ведь? Нет, вот эти люди как раз, они являются примером для нас. И также мы с вами говорили, что было достаточно много праведных предшественников, которые они за 1 ракагат намаза прочитывали полностью книгу Аллаха. То есть они вставали на намаз, Аллаху Акбар, и до того, как спуститься на рукух, они прочитывали всю книгу Аллаха. И из них был Усман ибн Аффан. Ну, мы знаем с вами, что Усман ибн Аффан, он был очень набожным, богобоязненным, и очень много читал книгу Аллаха, и он погиб. Погиб с чем? Даже не с мечом, а с книгой Аллаха. И даже когда его порубили,
то есть ударили мечом, его кровь потекла по страницам Корана. То есть он вот, чем человек жил, на том он и умер. На чем он умер, на том он и будет воскрешен. Поэтому это есть закон, который установил Всевышний Аллах. Поэтому, что касается срока, за какой срок человек должен прочитывать книгу Аллаха, это уже каждая личность, она сама решает. По мере его возможностей, по мере его грамоты, потому что, может быть, не все так бегло умеют читать Коран, потому что вот тот, кто нормально, хорошо читает книгу Аллаха, наверное, они вчера, когда услышали, что были такие, которые 8 раз перечитывали в день Коран, это как можно читать так, чтобы 8 раз успеть прочитать, да? То есть, на самом деле, это очень много. Один раз в день даже это много, казалось бы. 600 страниц надо перечитать, соблюдая правила, таджвида, так ведь? И не теряя еще смысл, потому что они-то, будучи носителями языка, они еще понимали, о чем там Аллах Тааля им говорит. Поэтому каждый, он должен по мере своих возможностей. Потому что если кто-то очень бегло читает, то у него уже вкус наслаждения от чтения может теряться. Поэтому ему лучше помедленнее читать. Есть занятые люди. Например, если человек, он занимается чем-то, несет какую-то ношу на себе, какую-то ответственность, да, где-то он отвечает за что-то. Если он будет много читать книгу Аллаха, Коран, может быть в рабочее время, да, если это будет приносить ему вред основной работе, это тоже не есть благо. Потому что то, что человек подписался под эту работу, под эту ответственность, он должен нести эту ответственность. Например, автор книги говорит, что есть мусульмане, которые, например, занимаются защитой прав мусульман. Например, он там какой-то руководитель, под ним работают мусульмане, он может защищать этих мусульман. И то, что он там где-то читает Коран, и по этой причине не может здесь защищать права мусульман или опекать их, то это тоже не есть хорошо. Потому что он должен обозначить такой срок, который не должен ему мешать выполнять основную работу. Потому что очень часто бывает так, что больше работодатели, не сами братья звонят, спрашивают, а больше работодателей, которые нанимают братьев на работу, да, и сами мусульмане они тоже, они иногда звонят. Вот, говорит, я нанял одного брата, там, чтобы он работал, чтобы мы там шли вперед. Но каждый раз, говорит, когда я выхожу в зал, он, говорит, сидит на телефоне, книгу Аллаха читает. А клиенты возле него так и проходят, говорит. Я, говорит, как-то боюсь Аллаха, говорит, человек же, говорит, Коран читает. И я, говорит, боюсь сказать ему, брат, ты же клиентов должен обслуживать. А клиенты приходят и уходят. Я говорю, ты ему насихат сделай. В рабочее время ты ему платишь не за то, что он книгу Аллаха читает. Мы даже говорим братьям, если вам дают возможность совершать намаз, не злоупотребляйте этим. Субханаллах, почитайте, не надо, как бабайлар, там, долго-долго зикры делать. Альхамдулилля, бабай, он уже свое отработал. Он может с магриба до айша сидеть. Вот мы не можем научить безнум бабайларну вот так, ихтикаф делать. Целый год можно, да? Но если ты не занят, пожалуйста, и зикр делай, и книгу Аллаха читай. Но если ты занят, у тебя работа, у тебя клиенты сидят, ждут. Все, нельзя так делать, злоупотреблять. И здесь то же самое, я говорю, сделай насихат ему. Если не послушается, увольняй его. А что делать? Да, уволили его за то, что он книгу Аллаха читал. Но он на работе. Для него ваджиб обязательно, что? Чтобы он свою обязанность выполнял. Или, например, то же самое, вот один брат, я, говорит, прихожу домой, все время жена Коран читает, говорит. А я там есть хочу, и не знаю, как это сказать там. Я говорю, скажи, я твой рай, я твой ад. Может, она поймет. Это хадис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям.
То есть часто, ну, такие скромные братья есть, которые там боятся Аллаха. Она уже, говорит, книгу Аллаха читает. Но я говорю, тогда этот уж найди сам что-нибудь покушать, там, поухаживать за собой, да. Я даже сестер спрашиваю, которые вот апалар, вы знаете, очень часто, вот они, когда не заходишь в мадресу, они все время учатся, машалла. Я говорю, у вас мужья есть? Они такие, есть. Я говорю, а они вас видят вообще? Они такие, ну, видят. Я говорю, вы все время здесь, когда они вас видят? Я говорю, не дай Аллах, если они там в морозильнике пельмени ищут, а вы тут книгу Аллаха читаете. Всех в ад отправят вас, метан. Они такие все испугались, ты что, Хазрат? Я говорю, конечно, это, ну, право мужа, фарс, ваджиб. А сейчас книгу Аллаха читать, может быть, не фарс. Поэтому почитай, когда его нет. Так, сделай свой распорядок дня, чтобы не заходить на права, ущемлять права мужа или там детей и так далее, и так далее. Поэтому это очень важные вещи. Вот. Все зависит от того, какую ношу человек несет на себе, какую ответственность он несет. И если автор книги говорит, если на нем нет прямо таких полномочий, обязанностей, тогда, пользуясь тем, что на нем нет огромной ответственности перед мусульманами, перед братьями, да, тогда пусть он больше и больше читает книгу Всевышнего Аллаха. Но здесь тоже одно замечание он делает. Твое чтение Корана, твое поклонение, то есть ночные намазы, тахаджуды, твои дополнительные посты, они не должны тебе надоедать. Вот маляль, когда ты устаешь от поклонения, когда ты теряешь вкус поклонения. Вот здесь человек тоже должен контролировать, чтобы переборов не было. Потому что был даже такой случай, пророк ﷺ заходит в мечеть, а там между двумя столбами веревки. Но это нам не грозит. Я сразу скажу, это нам не грозит. Да, наверное, среди нас нет такого. Если кто-нибудь будет, машаллах, дайте знать. Это просто я ему руки поцелую. Да? То есть он смотрит веревки между столбами, и он спрашивает, это что? Это, говорит, твоя супруга. А что она делает с этими веревками? Да? Когда, говорит, она тахаджуд выстаивает, когда у нее уже ноги не держат, она хватается за эти веревки. То есть, когда уже человек просто, она уже не может там с суджуда встать или там в каяме стоять, то есть это так долго надо стоять, что она уже хваталась за вот эти веревки. И пророк ﷺ сказал, уберите эти веревки. То есть человек не должен себя изнурять этим. Вот. Поэтому даже чтение Корана, оно не должно надоедать. То есть человек должен чувствовать сладость, вкус чтения Корана. Что касается вот количества, сколько, да, все-таки были праведные предшественники, которые призывали людей читать книгу Аллаха не больше, если вот прямо человек хотел, да, много-много, но не читать книгу Аллаха больше, не перечитывать больше, чем один раз в день. То есть даже если он мог там 3 раза, 4 раза, они говорили, что если ты перечитываешь книгу Аллаха больше, чем один раз в день, то это мешает тебе понять смыслы аятов. То есть тадаббур, размышление над аятами. И поэтому многие, даже те, которые хотели много читать книгу Аллаха, они ограничивали себя одним разом. То есть один раз они перечитывали книгу Аллаха. И на это доказательством служат слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это хадис, который, достоверный хадис, передал нам Амр ибн аль-Ас, ради Аллаху анхума, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла яфкаху ман кара аль-Кур'ана фи акалля мин саляс». То есть не может понять книгу Аллаха тот, кто читает его больше, чем один раз в 3 дня. То есть больше, чем один раз в 3 дня. То есть получается, желательно, даже тем, кто очень много хотят книгу Аллаха читать, для них желательно перечитывать книгу Аллаха за 3 дня. Потому что этот темп, не 3 раза в день, да, этот темп
помогает больше вникать в смысл аятов. Потому что на самом деле, это еще отдельная у нас тема будет, на самом деле Аллах Тааля не спаслал книгу Аллаха для того, чтобы мы размышляли над его аятами. Что касается времени, желательного времени, когда нужно начинать и когда нужно завершать. Так, сегодня 48, да, Ильдар? 49, да? О, машалла, еще на минуту. 50, да, даже. О, машалла. Те, кто ставят себе цель делать хатам один раз в неделю, они могут взять в пример Усман ибн Гаффан. Усман ибн Гаффан, он начинал чтение Корана, когда в ночь джумга, то есть с четверга на пятницу. Мы знаем, что сначала приходит ночь, потом день. Так ведь? Поэтому Рамадан пришел когда? После Магриба. Так ведь? И мы пришли на Таравих. И вот, получается, в четверг вечером, то есть на пятницу, он начинал чтение Корана, и он заканчивал в то же время. В то же время заканчивал. То есть, получается, ровно через неделю он заканчивал чтение Корана, делал хатам. Да? Абу Хамид аль-Газали в своей книге «Аль-Ихья» он говорит, что желательно, если человек начинает книгу Аллаха чтение днем, ему нужно завершить это вечером. Желательно. То есть, если он днем начал, то он завершает это вечером. Например, он может завершить чтение Корана, например, в намазе. Например, у него несколько сур осталось, и он встает на намаз, на какой-то намаз, да, может быть, фаджр, или может начать фаджр. Например, сегодня он встал на фаджр и начал чтение Корана, суры Фатиха, Бакара. Дальше он за неделю перечитывает полностью Коран. У него остались несколько сур, он встает на Магриб, например, и дочитывает книгу Аллаха. То есть, получается, делает хатам, начало и хатам, завершение внутри намаза. Почему именно днем начинать и заканчивать вечером, или наоборот, начинать вечером, заканчивать днем? Про это ученые приводят следующие слова. Как, например, сейчас найду. Тальха ибн Мусарриф говорил: «Ман хатама аль-Кур'ана айята саатин канат минан нахари саллат алейхи аль-малаикату хатта юмси». То есть, если человек завершил чтение Корана днем, в какой бы час дня, то пока не будет вечер, ангелы будут за него салават давать. Потому что он завершил чтение книги. Так ведь? То есть до вечера этого дня ангелы будут воздавать за него салават. И если он завершил чтение книги Аллаха вечером, ночью, то ангелы до утра будут воздавать за него салават. И эти слова также приводят от имама Муджахида. Муджахид — это имам из числа табигинов. Вот. Поэтому вот это был тот обычай, тех, которые очень много читали книгу Аллаха. Также имам ан-Навави приводит слова у Абу Дауда, Ибн Мурра, то есть это великий табигин. Он говорит, что сподвижники кану юхиббуна ан юхтама аль-Кур'ана мин аували лейли ау мин аували нахар. То есть сподвижники любили, это не обязательно, они любили завершать чтение Корана или в начале ночи, чтобы у них ночь была благословенной, или же в начале дня. То есть, получается, они или день встречали Кораном, или ночь встречали Кораном. То есть, получается, что касается еще внутри намаза, получается, кто-то хатам делал
когда совершал утренний намаз. Во время утреннего намаза он дочитывал все оставшиеся суры, и вот так он начинал день. Да? Или же магриб, потому что конец дня это магриб, так ведь солнце садится. Получается, оставшиеся суры, Ихлас, например, Фаляк, Нас, он мог дочитывать во время совершения магриба. И тем самым он завершал свой день чем? Кураном. Начинал Кураном и завершал Кураном, потому что этот день уже, несомненно, Аллах благословлял. Какие времена праведные предшественники выбирали для чтения Корана? Имам Ан-Навави пишет: знай, что самое лучшее время для чтения Корана – это намаз. То есть ученые говорили, что хатам Коран, если ты знаешь суры, особенно для хафизов, да, самое лучшее – это читать книгу Аллаха внутри намаза. То есть во время кияма. Вот почему мы хатам делаем, да? Мы же можем его попросить сесть, вот так перед нами книгу открыть, и просто он может читать, а мы можем даже следить, так ведь? Вот. Почему мы внутри намаза читаем? Потому что это лучше. Это и киям перед Аллахом. Кто выстаивал Рамадан, выстаивал в намазах с верой и надеждой на милость Аллаха, на прощение. Аллах простит ему все грехи. Также мы еще хатам делаем. Два блага в одном. Так ведь? Поэтому самое лучшее чтение Корана – это внутри намаза. Внутри намаза. И лучше, конечно же, удлинять свой киям, чем это просто делать сидя. То есть, получается, человек может сидя где-то читать книгу Аллаха, а может стоя внутри намаза. А что касается вне намаза, то самое лучшее, имам Ан-Навави говорит, что это кираатуль лейль, ночной кираат, ночное чтение. Почему предпочитали праведные предшественники ночное чтение? Потому что днем они тоже были на работе. Поэтому, когда я вчера говорил, что некоторые праведные предшественники по 8 раз в Рамадан перечитывали в день, не надо представлять, что они были бездельниками. Да? Кто-то может сказать: так он не работал, как я, значит. Да? Это я тут работаю, жену кормлю, детей 3. Так у них по 20 детей было, по 4 жены было. Тоже имейте в виду. Ладно? Поэтому они больше нас работали, они больше нас трудились, они больше нас кормили. И они больше нас поклонялись. Потому что у них баракат был везде, а мы и тут, и там не можем. Ни семью не можем нормально содержать, да? Ни айбадат не можем построить. Вот поэтому у них баракат был везде. И у них не было то, что они ночью читали. Да? Вот мы говорили, там ночью он 4 раза перечитывал, а днем еще 4 раза. То есть это не надо представлять, что он сидел, это 8, 9, 10 век. Он сидит у себя дома в тепле, включил светильник с Алиэкспресса, да? Нет такого. То есть у него свечка была. Даже свечки, даже татары, которые в 19 веке писали ученые, они говорили, что писали про свечки. У них у всех свечи были. Вчера вот просто деревяшку брали, раз откололи и этим сидели. То есть и таких мусхафов не было. У кого-то зрением были проблемы. У него очков не было. Это 9-10 века. Поэтому им намного было сложнее, но у них такой баракат был, что они там по 8 раз в день читали. Так ведь? Поэтому ночь лучше. Вторая половина ночи лучше, чем первая половина, особенно поближе к сухуру. Да? Также чтение Корана бейналь магриб валь иша, между магрибом, я вижу, еще минуту, между магрибом и иша. Потому что это как раз то время, это время поклонений. Даже многие праведные предшественники, они когда приходили на магриб, кстати, у нас этой сунны нет. У нас нет этой сунны. Мы только ждем, чтобы имам салям дал и быстро-быстро домой. К сожалению, даже аксакалой. Я понимаю, молодой, может он там к жене охота, да. У нас даже бабайлар не остается. Многие праведные предшественники, они когда приходили на магриб, они оставались до иша, и они просто совершали дополнительные намазы. Кто-то зикр делал, кто-то книгу читал. Вот
После ночи самое лучшее время для чтения Корана это между Магрибом и Айша. Также, что касается дней, самый лучший день, имам ан-Навави говорит, это джум'a, самый лучший день для чтения Корана. Затем идет понедельник и четверг, это день, когда уходят наши дела, принимаются, да, ты на посту и ты с Кораном, так ведь? Также дальше идет Яуму Арафа, Арафа это за день до хаджа, так ведь? Что касается декад, 10-10, да, это первые 10 дней Зуль-Хиджа, а затем идет последние 10 дней Рамадана. Самые лучшие ночи, да. А что касается месяцев, конечно, самый лучший месяц для чтения Корана, это какой? Это Рамадан. Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Иншаллах, завтра поговорим о том, как праведные предшественники хатам делали, то есть как они дуа делали.